раскрыли талант детей и дали все возможности нашим детям. Я прекрасно понимаю, сегодня правительством Российской Федерации, безусловно, продолжаем и очень надеемся, что в самое ближайшее время все наши школы будут иметь хорошее оборудование, ну, как по информационным технологиям, так и по другим предметным областям. Ну и, конечно же, в этот праздничный день мы ждем от вас слова поздравления, пожелания. Дорогие наши учителя, дорогие мои учителя, всем вам самого прекрасного в этот день. Учитель – это тот человек, который дает всем нам самые главные знания, мудрость жизненную. Учитель – это тот человек, который причастен к нашим первым победам. Все мы родом из детства, все мы через школу прошли. Поэтому каждому из вас, каждому нашему учителю я желаю крепкого здоровья, больших творческих побед, чтобы тысячи и тысячи благодарных учеников всегда радовали вас своими улыбками. Спасибо большое, Михаил Петрович. Мы вас тоже поздравляем с этим праздником. Желаем вам успехов в работе. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. Далее предлагаю послушать теплые слова поздравления наших горожан всем, кто выбрал эту непростую профессию учитель. Поздравляю вас, Татьяна Власевна, с Днем Учителей. Желаю вам самого лучшего. Прежде всего учителей своих детей, очень хорошие учителя. Всем желаю, конечно, окончания этого карантина. С Днем Учителя, Иван Николаевич. С Днем Учителя Виктория Михайловна, Христина Ивановна. Поздравляю всех учителей с Днем Учителя, чтобы они хорошо учили учеников, и я их поздравляю. От всей души поздравляю всех учителей, желаю всем здоровья, долголетия и всего-всего самого хорошего. Поздравляю, желаю терпения, потому что особенно в Ледиканской школе сейчас 2 смены. И желаю, чтобы они там держались. А теперь давайте послушаем, что же нашептали нам звезды, гороскоп на эту неделю. Овны, на этой неделе вам необходимо обратить особое внимание на дисциплину. Начальство не будет вечно терпеть ваши опоздания. Тельцы, возможно, судьба будет испытывать вас на прочность, однако вы легко преодолеете препятствия, если не будете обращать внимание на сплетни и слухи. Близнецы, на этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел главное и со всем свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем. Думайте, прежде чем действовать. Раки, на этой неделе вам может быть поручена весьма сложная задача, однако, если вы с ней справитесь, это повысит ваш авторитет. И постарайтесь уделять внимание дому и семье. Львы, не спешите, и удача будет на вашей стороне, тем более, что у вас сейчас подходящий период для раскрытия своего потенциала. Девы, на этой неделе вам потребуется умение расслабляться и не обращать внимания на раздражители, особенно мелкие. Старайтесь адекватно реагировать на происходящее, не впадайте в панику. Ну и, конечно же, какой день учителя без учителя? К нам в студию присоединяется по видеосвязи учитель русского языка и литературы городской классической гимназии Александра Олеговна Гамзякова. Доброе утро! Доброе утро, дорогая студия. Александра Олеговна, поздравляю, во-первых, вас с Днем Учителя, с вашим профессиональным праздником. Расскажите, какие классы вы обучаете и прямо сейчас в какой форме идет ваша работа? Спасибо за поздравления. У меня сейчас 5 классы, 6, 8 и 9 классы. Обучение идет в очно-заочной форме, то есть смешанное, дистанционное и очное обучение. Как вам такая работа вот в такой вот форме? Очень сложно, конечно. Сложно прежде всего ребятам, детям сложно усваивать, потому что детям все равно необходимо социальное общение. Со своими сверстниками? Ну, приходится, конечно, обязательно. Но приходится выкручиваться так, либо иначе. А вот, Александра Олеговна, говорят, что нынешнее поколение, так называемое поколение Z, очень сильно отличается. Как бы вы их охарактеризовали?
наверное, больше мобильные такие все-таки дети, ну и дети, которые любят именно новые технологии. Мгм. Что, наверное, очень Читаем хорошо. меньше, смотрим больше. Так вот. В нынешних условиях это очень хорошо наверняка, да? Ну да, для них это, конечно, есть такое. Мгм. Хорошо. Александра Олеговна, вот скажите, почему вы выбрали вот эту нелегкую, непростую профессию? Если повернуть время вспять, вы бы повторили свой выбор? Да, наверняка бы повторила, потому что все-таки с детства уже играла именно в учителя. Учила кукол, Мгм. игрушек всевозможных, ну и потом дворовых ребятишек приводили ко мне, я их рассаживала и учила. Мгм. Видимо, было предопределено с детства. Мгм. То есть все-таки надо следить за своими детьми, да, внимательно изучать, во что они играют. Да, это ранее такое профессиональное ориентирование. Мгм. А скажите, а вот одним из главных качеств хорошего педагога является умение заинтересовать своим предметом. Как вам это удается? Есть ли какие-то секреты? Секретов абсолютно нет. Здесь, наверное, все-таки такой момент, что интерес к предмету приходит через учителя, через доброе отношение к детям. Мгм. Вот так вот. А вы сейчас являетесь классным руководителем? Да, у меня сейчас 6 класс. Мгм. В прошлом году, позапрошлом, получается, в 2019 году я выпустила свой замечательный, тоже 11 Б, золотой выпуск был. У нас было 10 медалистов в классе, Ух ты. что, конечно, тоже очень так вот приятно. Ну и поступление у нас было 100%. Мгм. Но сейчас у меня такой вот тоже замечательный, очень активный 6 класс. Мгм. С очень замечательными такими родителями, которые тоже являются активистами, инициаторами, генераторами идей. Это Поэтому очень мне повезло. важно. Вам очень повезло. Да. Александра Олеговна, ваши пожелания своим коллегам, друзьям в этот прекрасный день, праздничный, День учителя? Ага, ну, конечно, вот вообще для учителя, наверное, самое страшное словосочетание – это педагогическое выгорание. Мгм. Вот поэтому хочется пожелать, чтобы как можно меньше факторов было, чтобы такое происходило, и наоборот большего творческого подъема, чтобы вот инициативные были дети, родители, понимающие, помогающие, терпение, ну и, конечно же, здоровья. Мгм. Мы вам Всего самого лучшего. Мы тоже присоединяемся к вашим пожеланиям, чтобы вас никогда не настигло вот это педагогическое выгорание. Творческого вам полета. Всего доброго. Спасибо большое. Дорогие До телезрители, я предлагаю посмотреть продолжение звездного гороскопа. Весы. Неделю не помешает начать с анализа и планирования. Среда – удачный день для раскрытия своих способностей. Нужно только победить свои комплексы и страхи. Скорпионы. Постарайтесь рационально распределить силы на всю неделю. Вам будет сопутствовать успех в поисках работы или подработки. Стрельцы. Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти напролом. Отложите на несколько дней. Чем меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах, тем быстрее они осуществятся. Козероги. На этой неделе проявите мудрость и осмотрительность в своих решениях, так как от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий. Водолеи. На этой неделе вы способны легко обезоружить критически настроенных к вам людей своим вниманием и доброжелательностью. Проявите вежливость и дипломатические таланты. Рыбы. На этой неделе вас ожидает много встреч, телефонных звонков, переговоров. Предстоит немало дел и хлопот по хозяйству. Сегодняшний день богат на праздники. Кроме Дня учителя, сегодня, 5 октября, отмечаем Всемирный день архитектуры. На прямой связи у нас со студией руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе республики, главный архитектор Якутии Ирина Дмитриевна Алексеева. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Алексеевна, вот прежде всего поздравляю вас со Всемирным днем архитектуры. Очень творческая у вас работа. И развитие городов и сел зависит от грамотного стратегического и территориального планирования. Как сейчас идет работа именно в этом направлении?
Ну, во-первых, я хочу от всей души поздравить своих коллег, архитекторов с этим знаменательным днем, который проводится ежегодно в первый понедельник октября. Действительно, Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия сегодня является уполномоченным органом в области формирования градостроительной политики, в области архитектуры и все, что касается стратегического территориального планирования, это, конечно, сфера нашего влияния и сфера того, как вообще выстраивать работу в этом направлении. Сегодня мы работаем с главными архитекторами муниципальных районов, городских округов, городов Республики Саха-Якутия, которых у нас в Якутии 13. И вместе с ними вырабатываем новые подходы, например, в сфере территориального планирования. Например, буквально этой осенью в Градостроительный кодекс Российской Федерации будут внесены изменения по внесению такого понятия, как мастер-планы территорий. И в пятницу мы обсуждали с коллегами, что же такое мастер-план, каким образом он должен вписываться в систему градостроительной документации. То есть есть сегодня новые подходы в области стратегического и территориального планирования. А вот какие же новые подходы все-таки актуальны, о которых вы упомянули только что? Ну вот только что я сказала, что, например, кроме привычных для главных архитекторов муниципальных районов таких документов, как генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и проекты межевания, которые всегда являлись градорегулирующими документами, сегодня градостроительным законодательством вводится, например, такой документ, как мастер-план. Это более понятный документ, который является таким документом как бы договоренности между властью, бизнесом, населением, разными городскими сообществами. И в отличие от привычных документов, таких как генплан и правила землепользования, этот документ имеет достаточно большой объем именно визуализированной части. То есть людям, которые сегодня находятся у власти и руководят городами, занимаются развитием городов, очень важно понимать такие документы, и они должны быть очень простыми и как бы доходчивыми. Поэтому то, что сегодня мы ждем такие изменения, позволит разрабатывать документы очень понятные не только власти, но еще и самым обычным жителям, которые тоже очень активно сегодня вовлечены в процессы формирования нового качества среды. А как при этом должно быть обеспечено взаимодействие структур, чтобы добиться качества? Ну вот смотрите, сам процесс проектирования, он на самом деле занимает очень маленький цикл. То есть то, чем занимаемся мы, архитекторы, это планирование, архитектурно-строительное проектирование, это только часть так называемого жизненного цикла объектов. Дальше вступает в силу процесс строительства, а дальше уже объекты сами живут по себе, и в совокупности они составляют ту среду, в которой каждый человек живет и воспринимает свою среду, свое окружение таким, каким он видит его каждый день. И качество среды, которое окружает каждого из нас, конечно же, зависит от того, как мы наладим взаимодействие, потому что мало иметь хороших архитекторов, мало иметь грамотных профессиональных проектировщиков, мало даже иметь хорошие строительные компании, подрядные компании, которые качественно смогут реализовать эти проекты. Очень большая часть как бы нашей жизни зависит от того, как все это будет в последующем содержаться, эксплуатироваться, потому что, во-первых, на это нужны дополнительные средства на содержание, во-вторых, это нужны тоже новые подходы, и, например, управляющие компании, которые занимаются жилыми домами, или любые структуры и ведомства, которые ведут эксплуатацию содержания там, офисных зданий, или сами люди, которые эксплуатируют свои здания. Это, конечно, достаточно серьезная сфера, которая сегодня, к сожалению, иногда бывает немножечко как бы такой оставлен в сторону. Да. Из-за этого мы и видим, что у нас в городах появляющиеся объекты могут прийти в запустение, или, например, общественные пространства, сферы могут остаться без должного внимания.
Поэтому очень важно взаимодействие, да, всех структур, чтобы все-таки наш город выглядел красиво. Да? А как формируется Да. вот этот архитектурно-градостроительный облик городов и сел? Как он формируется? И в чем Но роль вот, архитектора? Мгм. действительно, вот здесь как раз в самом облике, в архитектурно-градостроительном облике особая, конечно, роль принадлежит именно архитекторам, потому что то, как выглядят наши города, зависит, ну, не всегда, конечно, от архитекторов, потому что многое часть объектов сегодня строится самими людьми, например, частный жилой фонд – это зона ответственности самих людей, но если людям не помогать, если людям не показывать, какими могут быть сегодня дома, как их можно обустраивать, где можно взять красивые, качественные аналоги таких проектов, конечно, люди будут строить так, как им это видится. Именно в силу этого еще более важно нам, архитекторам, усиливать, повышать свои компетенции, постоянно быть на гребне прогресса, то есть архитектура – это же всегда видение вперед, и если мы не дадим обществу то, как формировать этот облик, то, как будут наши города выглядеть, к сожалению, все это будет выглядеть не очень хорошо. Поэтому я призвала своих коллег, архитекторов, особенно молодых архитекторов, сегодня повышать свои знания, постоянно учиться, быть на контакте с нашими коллегами из разных городов, не только России, но и мира, и идти в ногу со временем. Спасибо большое, Ирина Дмитриевна. Мы вас поздравляем со Всемирным днем архитектуры. Желаем вам творческого подъема, полета, чтобы все структуры взаимодействовали именно так, как надо. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Дорогие телезрители, перед тем, как уйти на рекламу, хочу зачитать несколько поздравлений. С Днем Учителя поздравляем воспитателей Тюнгюлюнской средней школы. Желаем всем хорошего счастья, здоровья, успеха во всем. С уважением, Галина Петровна, Иннокентий Егорович Титовы из села Тюнгюлю. Наши телезрители также поздравляют всех ветеранов, учителей Верхоянской средней школы. На этом наш эфир подходит к концу. Всего доброго! Анна Туравut.